Добрый день, Ксения. Добро пожаловать на программу «Радио Зоди». Поздравляем вас с выходом в свет вашей документальной книги «В холоде». О том, что она готовится к выпуску, «Радио Зоди» сообщала ранее в связи с вашей фотогалереей о жизни мигрантов, которая была выставлена на показ в Санкт-Петербурге летом этого года. Скажите, Ксения, чем для вас является эта большая многоуровневая работа, которая проделана в мультимедиа-жанре? Почему такое большое и разностороннее внимание уделено вами теме таджикских мигрантов, их жизни, их проблемам? Здравствуйте, спасибо за поздравления. Действительно, это достаточно грандиозное событие не в том смысле, что не в плане моей личной работы, а в плане того, что это большое чудо, да, что удалось это все реализовать, потому что когда ровно 11 месяцев назад, да, я уезжала на Памир, и все, и начинались съемки, то я не задумывала, что это будет книга, я задумывала, что это будет проект, все было известно, но тогда я не представляла, что это действительно все реализуется и получит такой резонанс, и что вот сейчас вот здесь вся студия, в которой я сижу, будет заставлена вот этими реальными книгами, которые можно открыть, потрогать, понюхать. И посмотреть. Вот. И большое, конечно, чудо, что удалось найти средства на ее издание, потому что тема эта в России достаточно спорная, и это очевидно. И большая часть денег на издание этой книги была собрана совершенно простыми, как бы обычными российскими жителями. И в том числе был поддержан гражданами Таджикистана, но, конечно, поскольку сбор шел на российской платформе, то в основном донорами проекта являются россияне. И это большое, на самом деле, чудо. Кстати, если не секрет, сколько вам удалось собрать средств для издания книги? Нет, это не секрет. На платформе краудфандинг, которая собирала в интернете, было собрано 375 тысяч. Рублей? Да, рублей. И также были еще предоставлена часть средств на издание книги, было предоставлено двумя фондами. Фондом Агахана, который я писала грант, и они выделили средства по итогам этого гранта. Да, и это было очень приятно, и то, что они уделили такое внимание тоже этому проекту, и очень симпатизировали. И фонд Генриха Бёля. Что все-таки для вас значит эта работа? На самом деле я сейчас, когда вот открылась выставка и немножко поутихла работа, потому что 9 месяцев я, не поднимая головы, как-то не успела анализировать происходящее. Вот. А сейчас, вот когда открылась выставка и пришли книги, уже напечатанные, я поняла, что эта работа, все то, о чем мы говорили с вами еще во время работы над этим проектом, да, что это достаточно серьезная тема, о которой нужно говорить. Но сейчас я понимаю, что просто мне во время как бы работы над этим проектом очень многие задавали вопрос, неужели ты думаешь, что вот эта книга, да, этот проект, выставка, они что-то могут изменить в такой глобальной проблеме, что по сути как бы это картинки и текст, да? И вот сейчас я заходила на выставку, когда я видела там людей, как бы, которые приходят на эту выставку, и то, что и краем уха периодически слышу то, что они между собой обсуждают, то, что они говорят, и я понимаю, что это люди как бы совершенно не вовлеченные в этот вопрос, и вдруг какой-то молодой человек, девушка говорит, ну что, поедем в Таджикистан? Она говорит, что тебе понравилось? Он говорит, да, мне очень понравилось. И я вижу, что люди, как бы, которые никогда, может быть, не задумывались об этом, все равно они как-то начинают вникать. То есть, и для меня это было большим таким потрясением, то, что когда я слышу вот эти отзывы совершенно простых людей, они пришли просто в галерею, они не знали даже, то есть там очень большое количество людей, которые не направленно пришли вот на эту выставку, а просто пришли, потому что достаточно большой выставочный зал, в котором большая проходимость. И я вижу, что люди вдруг останавливаются, и они вдруг как бы замедляют ход, начинают читать и вникать, и обсуждать между собой. Я понимаю, что на самом деле проект работает. Ксения, вы все-таки думаете, что миграция – это проблема, и с этим нужно что-то делать? Или это явление, или лишь следствие наших социально-политических реалий, которые совершенно закономерны, с этим ничего не поделаешь?
Дело все в том, что в этом проекте я изначально не касалась никаких политических, социальных таких вопросов остро, да. То есть в этом проекте я воспринимала явление миграции как вполне закономерное, естественное следствие определенных процессов, которые происходят, да, в странах. Потому что это же процесс, как бы, который... То есть России же тоже нужны, да, трудовые мигранты. Они же не просто так здесь, да, находятся. И в Таджикистане такая ситуация, что люди уезжают, а в России такая ситуация, что страна их принимает. Но я это воспринимала как данность, да, и я работала с той темой, что это уже есть, и что эти люди, которые сюда приезжают, они живут в этом городе, точно так же ходят по тем же улицам, ездят в том же метро, и мы должны учиться жить вместе, уважать друг друга и пытаться учиться друг у друга. И в том числе в книге достаточно большое внимание поэтому уделено традициям, семейным традициям и вообще коммуникативному коду, да, между этими людьми, потому что я считаю, что это очень большая ценность, которая есть в культуре таджикской и которой нет в российской культуре. Да, и последний вопрос. Что вам, наверное, больше всего запомнится из того, что вы видели в Таджикистане, и то, что вам кажется очень ценно и важно? Люди. Люди, на самом деле, всегда самое ценное – это люди, и общение с ними, и опыт, который… На самом деле, ведь фотография не является моей профессией, да? Я не зарабатываю этим денег, поэтому основная причина, по которой я занимаюсь такими проектами, это потому, что я учусь у героев. Последний вопрос на самом деле. Где можно найти вашу книгу, если это можно сделать по интернету, чтобы более широкий круг ваших поклонников, читателей могли ознакомиться с вашей работой? Пока книга продается только в Санкт-Петербурге. Скоро она будет продаваться в Москве и, видимо, будет продаваться еще через интернет, ее можно будет купить. Вот. Поскольку она только вышла, все еще все эти процессы еще налаживаются. Вот. Но возможно, что в ближайшее самое время я вообще сама поеду в Душанбе отвозить книги героям и могу принимать заказы. Будем на связи. Спасибо вам большое. Желаем вам, как у нас говорят, творческих успехов. Вот с нами была Ксения Диадорова. Спасибо. Спасибо.